Идем дальше. Последний. Продажа наилучших решений. Это немного пересекается и с гарантией, и с УТП, да? Ну, просто развитие темы, так скажем. Герберт Саймон, есть такой Нобелевский лауреат, вывел или нашел, систематизировал, так скажем, теорию ограниченной рациональности. В чем ее суть? То, что человек выбирает первое подходящее решение из доступных ему на данный момент. Если предложить ему решение еще лучше, они выберут его. То есть в чем суть? Сколько у вас в магазине, в Челябинске мебельных магазинов, которые мягкую мебель продают? Какие есть прикидки? Кто-нибудь выкрыл? Сколько? 140? 400. 400. Ну 400 это все, наверное, мебельные. Все, да, все мебельные. Вот. И примерно треть, да, где-то 140, наверное, мебельных магазинов, которые продают. Допустим, вы выбираете диван. Кто из вас объедет все эти 140 магазинов, чтобы найти вот самые оптимальные решения? Кто? А кто сколько объедет? 3-5. Еще какие варианты? В интернете. А сколько вы сайтов вы просмотрите? Не более 10. Согласитесь, вот вы, допустим, вам понравилась одна конкретная модель конкретного производителя дивана, да? Вы просмотрели 10 магазинов, нашли оптимальный по соотношению там, доставка, цена и прочее качество предложения, и вы не уверены, вот вы уже покупаете этот диван, но есть еще 110 магазинов, 120 или 130 даже, которым, может быть, этот товар дешевле, или вам бесплатную доставку сделать, или еще что-то, да? И вы его не нашли, потому что вот вы ограничены себе, сами ограниченный выбор, и вы просто лучшее решение знаете. Если бы вы знали, вы бы обратились туда. И ваша задача получается в чем? Вы делаете лучшее решение в своем бизнесе, лучшее по сравнению с остальными. И ваша задача просто доносить его до людей. Когда это попадает в поле зрения человека, ваших целевых клиентов, он автоматически выбирает вас. Потому что он выбирает лучшее решение для себя. У кого-то лучше это цена, у кого-то лучше это качество, доставка, какие-то свои критерии, да? Но факт в том, что он выбирает вас, если это решение лучше на самом деле. Ну, опять же, это решение, которое люди должны уже покупать, да, обязательно должны. Как может выражаться это лучшее решение, да? Во-первых, это продукт решения с таким же качеством, но по меньшей цене. С этим все понятно, да? То есть, если у вас дешевле, чем у остальных, естественно, ваше решение лучше. Во-вторых, более высокое качество продукта решения по такой же цене. Более высокое качество имеется в виду, может быть, больше опций, больше сервиса, больше чего-то еще. Да? Третье. Качественные, более продвинутые характеристики продукта. То есть в чем? Если вот есть товары, которые, они не одинаковые, но они решают одну и ту же проблему. Допустим, ванна и душевая кабина, да, очки и контактные линзы. То есть если вы, допустим, все продают очки, и вдруг тут появляются контактные линзы, новые разработки, вы начинаете их предлагать, продавать, то пока другие этого не делают, ваше решение является лучшим. И четвертое, это более эффективное или качественное решение проблем, которое проблему решает на качественном уровне. То есть, ну, в данном примере можно сказать, там, допустим, лазерные хирургии глаз, да, один раз тебе сделают, не нужны ни очки, ни контактные линзы. Вот. Вот, определение, что такое качественный гной, да? Качество – это, значит, начальные характеристики товара и услуги, которые от качества сборки, функционала или объема товаров до быстроты, качества обслуживания, дополнительных опций, сервиса и так далее. То есть лучше может быть совершенно по разным параметрам, не обязательно это цена, естественно. Цена имеет значение только в первом, втором пункте, в первом, втором тезисе, да? В третьем, четвертом, оно значение не особо имеет. Допустим, вот решение в третьей категории. Биомеханический протез руки вместо обычного. Что значит биомеханический? Если сейчас большинство протезов это просто пластиковая культя, да? Не культя, а что пластикозаменитель, то уже сейчас есть разработки, где протез подключается к нервам, и человек может управлять кистью, крутить его вокруг оси своей и так далее, и так далее. Согласитесь, если для инвалидов это актуально. Сейчас я заканчиваю, да. Ну и вот состав укрепляющий грунт, фразы, удешевляющий стресс дорог. Тоже вот такое интересное решение существует. Решение в четвертой категории, это, допустим, футболка, которая остается чистой более 100 дней, так как она такая, которая отталкивает вообще все вещества. И жидкости, и масла, и грязь, и прочее, прочее. То есть она кардинально иное, и вот, она, такая футболка уже есть на самом деле. Согласитесь, если вот у вас магазин одежды, вы начнете ее продавать, к вам люди потянутся определенно. Вот, это наши контакты. И под конец я хотел бы сказать, что мы внедряем
вот эти технологии, не только эти, естественно, да, множество других, с гарантией результата в коучинге, в консалтинге. Кому интересно, можете обращаться, это уже в перерыве мы с вами обсудим условия. Все, всем спасибо. Если у меня нет времени, то я уже, если есть, то могу ответить на вопросы.